Наше положение походит на положение жителей ада во время страшного суда, когда они, увидев с небес появление черной тучи, страстно желают дождя, который прольется на них, затушит их огонь и утолит жажду. Но из этой тучи начинают падать камни, и тогда горе возрастает и иссякает надежда. Осенью 1756 года мулла Абдулла Алиев по прозванию Батыршах составил пространное письмо на имя императрицы Елизаветы Петровны, в котором нарисовал мрачную картину ситуации в Башкирии перед случившимся незадолго до его ареста восстания. Славной, державной, Ее Величеству Падишаху, покровительнице русского государства, презренный раб ее, утонувший в море мятежа, излагает, по каким причинам в Оренбургской губернии происходили бунтовщические и мятежные происшествия, возникшие через него в таком виде. Я – бедный раб Бахадур Шах Али Аглы. По получению образования около 1,5 лет прожил в Гайнинской волости, занимаясь обучением. Также, обучая, прожил около 4 лет в Исетской провинции в ауле старшины Муслима. Затем, вернувшись на родину, около 6 лет прожил в команде старшины Яныша в ауле Карыш. Гайнинская волость – территория, принадлежавшая башкирскому роду Гайна, расположена в южной части Пермской области. Исетская провинция, ныне Челябинская область. Аул Карыш расположен в Балтачевском районе Республики Башкортостан. В упомянутых деревнях я жил имамствуя, содержа медресе, обучая мальчиков, предписывая мирянам: «О правоверные! Исполняйте повеление Аллаха и повинуйтесь падишаху нашего времени и его наместникам, облеченным степенями, так как они являются опорой наших мирских и религиозных дел». Дочь Петра Великого Елизавета взошла на русский престол в 1741 году. Она, писал о Елизавете французский посол Лапиталь, родилась ленивой, нерешительной и неспособной на ведение больших дел. Она не знает действительных интересов своей империи и живет изо дня в день, занимаясь своим здоровьем и красотой, увядающей с каждой минутой. В 11 часов вечера она приезжает в оперу, ужинает в 1, ложится спать в 5. И бразды правления предоставлены ею воле судеб. Все дела идут как попало. Веселая царица была Елисавет, поет и веселится, порядка только нет, иронично писал Алексей Толстой. Подобный образ правления особенно пагубно сказался в Башкирии, где пересекались все силовые линии колониальной Российской империи. Среди больших и среди простых людей стали говорить, что во времена прежних падишахов не совершались подобные притеснения и обиды, а все это появилось только при этой нашей царице. Одно из этих дел то, что архиереи русской церкви наших братьев по вере, то есть правоверных мусульман, живущих в Казанской, Оренбургской и Тобольской губерниях, переводят из веры ислама в русскую веру путем угроз, хитрости, запугивания. Может ли быть хуже того, когда совращают людей с правой веры, истинность которой они признают в веру, истинности которой они не признают? Ведь людям любого исповедания дорога именно своя вера. Начиная с 30-х годов XVIII века, после кровавого подавления череды башкирских восстаний, царское правительство вновь взяло курс на насильственную христианизацию населения Урала, Поволжья и Сибири. К 50-м годам того же столетия число новокрещенных в Казанском крае достигло почти 270 тысяч человек.
bir dindagi xalq ikkinchi dindagi bilan xalqqa yoki ikki millat yoki boshqa dinlarni tutgan xalqlar. Запрещалось проживание в одной деревне лиц разных конфессий. Например, если в деревне хотя бы один человек примет христианство, то все остальные, несмотря на сезон, будь хоть зима, холодное время или бездорожье, все обязаны были покинуть деревню или принять христианство. Yoki endi qolgan kishilarda dinini olishtirishga tegishli bo'lgan. Понятно, что многие, боясь разориться, а переезд стоил больших денег, да и новые места не сулили ничего определенного, номинально принимали христианство, чтобы при первом же удобном случае вернуться в религию предков. В XVIII веке билет в Церковь Христову стоил весьма дешево. В письме Батыршаха Алиева приводится интересный тому пример. У некоего Исаула Мансура был работник, задолжавший своему хозяину 80 рублей. Но работник принял крещение и перестал быть должен своему кредитору, так как долг ренегатов автоматически списывался. Церковь переполнилась огромным числом лицемерных христиан и двоеверов. Святейший Синод возражал против политики архимандрита Сильвестра Гловацкого и архиепископа Луки Конашевича, активно проводивших политику насильственной христианизации. Сердце человеческое насильствуемо быть не может, и человек понуждением обращаемый только по внешнему виду христианин будет, а в сердце своем вяще прежнего окаменен, что не только проповеди евангельской непристойно, но и весьма порочно. Тем не менее, эта порочная политика продолжалась. Из более 500 мечетей Казанской губернии 418 были разрушены. На территории Башкирии власти осторожничали и не позволяли себе тотального религиозного террора. Но башкирам была не безразлична судьба казанских единоверцев. В 1754 году правительство ввело государственную монополию на соль, и теперь башкиры, веками пользовавшиеся илецкой солью бесплатно, должны были покупать ее у государства. Возмущение достигло крайнего предела. Историк Витевский писал: озлобленные башкирцы заявили, что соль покупать из казны они не желают, а будут брать ее, как и раньше, из казны Господа Бога нашего. Начальники не приняли такого их ответа. Некоторых из них обругали, некоторым надавали пощечин, а некоторым вырвали бороды. Некоторых они то забирали в крепость, то отпускали домой и этим изводили, пока не обнаружится какое-либо прекословие. И тогда, где они, устрашившись, будут согласны. Наместником падишах девицы Елизаветы на Южном Урале и в Казахстане был оренбургский губернатор Иван Неплюев, птенец гнезда Петрова, адмирал. Именно ему принадлежит слава подавления восстания 1755 года в Башкирии. Для одних он выдающийся администратор, для других изощренный провокатор межнациональных конфликтов в уверенном ему крае. Впрочем, оба мнения о нем имеют под собой основания и по отдельности, и вкупе. А симпатия или антипатия к этой личности – это уже дело политического вкуса. Неплюев долгое время был русским послом в Османской империи. Находясь там, он не мог не заметить веротерпимой политики турецких султанов. Несмотря на то, что блистательная Порта была оплотом ислама, в миллионном Стамбуле проживали сотни тысяч христиан – греков, армян, сербов, болгар. Там же был престол православного константинопольского патриарха. А на горе Афон существовала целая монашеская республика. Султан следовал заповеди Корана: нет принуждения в религии. Религиозная политика России, которая даже для варварской в понимании европейца Турции была неприемлема, не вызывала возражений у Неплюева. Все свои беды население Башкирии приписывало именно ему, Неплюеву. Некоторые говорили: вы видите, этот проклятый безрассудный генерал, желая доставить падишаху прибыль и заслужить себе великий чин, мутит, несогласие народа записывает как его согласие, пытаясь сделать что-то полезное для падишаха, по своей глупости придает ему имя угнетателя и мучителя. Историк Витевский писал: башкирцы, хотя и согласились покупать соль из казны, но тайно в душе еще более озлобились. Взятки и своеволие чиновников все сильнее и сильнее раздражали башкирцев. Чтобы избавиться от притеснений и довести о них до сведения государыни, башкирцы решили восстать.
Восстание зрело независимо от муллы Батыршаха Алиева и других представителей мусульманского духовенства. Башкиры готовили оружие и укрытие для себя и своих семей на случай вторжения правительственных войск. Историк Витевский пишет: осенью 1754 года башкирцы просили хана Средней Киргизской Орды Аблай-Салтана, чтобы им, когда они разорят все крепости в Башкирии, дозволено было укрыться в Киргизской степи, что Аблай им и пообещал. Башкиры говорили: если оскорбляют нашу веру, насильно обращают нас в свою веру, разоряют наше достояние, давайте и мы, оскорбив их веру, призовем в свою веру и разорим их имущество. Тогда и наши вести дойдут до падишаха, и суть наших дел будет разобрана с полнотой и справедливостью. Помня о печальном опыте предыдущего восстания 1735-40-х годов, когда правительство сумело организовать широкий фронт верных башкирских и мишарских старшин против повстанцев, предводители нового башкирского движения решили заручиться поддержкой всех этнических групп мусульманского населения края. Для этого они решили обратиться к помощи наиболее уважаемых лиц из числа мусульманского духовенства. Одним из таковых был мишарский мулла Батыршах. Батыршах хазратның йорты мына бу үйгә каршы йорт. Дом Батырши Хазрата находился на горке, напротив того дома, а его медресе находилась под горкой. В то время это было прославленное медресе. В нем учились шакирды не только из наших краев, но и из Казани. Там было очень много учащихся. Начало восстания окутано флером таинственности. В марте 1755 года к Батыршаху Алиеву приезжает некий Исмаил, башкир Кальчирской волости, и передает ему анонимное письмо, в котором адресату напоминается о кораническом призыве сражаться на пути Аллаха, жертвуя своим имуществом и жизнью, и побуждать к этому других верующих. Кем было написано письмо, осталось тайной. Какая-то невидимая рука управляла всем. Тем не менее, Батыршаху Алиеву стало ясно, что башкиры предлагают ему стать духовным лидером восстания. В этих условиях Батыршах Алиев пишет свое знаменитое воззвание к мусульманам, в котором призывает последних к джихаду. «О правоверные, вооружайтесь, ведите священную войну, повинуйтесь и следуйте велению Аллаха, как повелел Он в Священном Писании. Выступайте на войну с легким и тяжелым оружием. Всем достоянием и душою ведите священную войну во имя Аллаха». Отдельные воззвания были посланы казанским татарам, казахам, тептярам и мишарам. Башкир уговаривать было излишне. Мишари – тюркоязычный этнос, связанный с происхождением с Мещерой, финским племенем, проживавшим на территориях современных Нижегородской области и Мордовии. В эпоху Золотой Орды мишари приняли ислам и перешли на татарский язык. В царской России являлись служилым сословием. В конце 17 века правительство переселяет часть мишарей в Башкирию. До переписи 1926 года фигурировали как отдельная народность. Всеобщее восстание намечалось на начало июня, однако оно неожиданно вспыхнуло 15 мая 1755 года. Озеро Талкас. Именно здесь 250 лет назад произошла стихийная вспышка народного гнева, вылившаяся в так называемое восстание Батырши. В окрестностях озера работала горно-изыскательская партия, проще говоря, геологическая экспедиция под руководством некого Брагина, которая вела себя как шайка разбойников. Он был послан кабинетом правительства для отыскания глины на хребте Ирындык, для фарфорового завода и для обработки драгоценных камней. Но вместо этого, злоупотребляя своими особыми полномочиями, творил бесчинство. Злодеяния Брагина были столь велики, что башкиры не смогли дотерпеть до условленного часа восстания. Мы предполагали выступить совместно с населением 4 дорог, но не могли терпеть дальше. Мы не были в состоянии выдержать и полдня, говорили они Батыршаху. Башкирия территориально делилась на 4 дороги – Ногайскую, Сибирскую, Казанскую и Осинскую. Что же произошло в этом благословенном уголке Башкирии 250 лет назад? Вот что поведали Батыршаху Алиеву бурзианские башкиры.
Один начальник завода, вор и злодей со своими товарищами обокрал и разграбил наше имущество, лишил нас земель и вод, которыми мы владели, насиловал наших жен и дочерей на глазах у нас и совершал блудодеяния. Не стерпев подобных притеснений и узнав, что все равно они обречены на смерть и больше им не выдержать, они убили этого управляющего с его товарищами. Нападение на Брагина организовали простой воин Джилан Иткул, Мулла Худайберды и Амин Батыр. Брагинді өзінің солдаттары білән Талқасқа жол итерге барғанында Амин Батыр менен Сура Батыр артынан аңды барып, тегені тау башынан якындан аталар. Когда Брагин со своими солдатами пришли на Талкас с войной, Амин Батыр и Сураж Батыр шли за ним следом и с близлежащей скалы подстрелили его. Вначале Брагина ранили. Он сказал: «Это дело рук Амин Батыра». Тез атқан кіші болайын де, уқтан, вообще құралдан. Шул вақытта алтын балдағын қолынан ысқындырып, Талқас көліне ташлайды. Ташлайда. После этого снимает с пальца золотой перстень и кидает в Талкас. Брагин умирает, а его солдат всех перебили. В живых осталась только одна женщина. Она-то и сообщила в Оренбург о произошедшем. И тут обнаружилось, насколько преждевременным было это выступление. Восстание было назначено на июнь, и никто не был готов поддержать убийц Брагина. А многие просто не знали о событиях на Талкасе. Поэтому повстанцы по заранее принятому плану ушли в казахские степи. За ними в погоне была брошена команда капитана Ледомского, примерно полроты солдат. При переправе через реку Яик Ледомский атаковал повстанцев, но неудачно. Был убит сам, а его команда была полностью разгромлена. Произошло это где-то здесь. К месту восстания были брошены войска, но повстанцев уже не было на месте. Қаратілдер келе, яқын терелігі, ауылдардағы халық қырқлап үйді яндыралар алар. Өртейдер, халықты талайдар. Затем приходят каратели, выжигают все окрестные деревни, убивают и захватывают в плен народ. Баяғы құтылып қалғаш, қақалдар яқын терелігі, мұнда көп ауылдар қатынашқан бола. Әйтерлер, сен өзің ішті бұзың. А Амин Батыру аксакалы говорят: мол, ты свое дело испортил, так покинь деревню. Он со своей семьей уходит не то в Казахстан, не то в Калмыкию. В Башкирии установилась призрачная тишина, за видимостью которой шла лихорадочная подготовка к восстанию. Батыршах отправляется на юг Башкирии, чтобы скоординировать действия южан с действиями северян Башкир-Гайнинской волости и Мишарей. Сроки восстания были вновь отодвинуты, теперь уже на август. Вторичное изменение даты восстания не могло не сказаться на моральном духе заговорщиков. Часть Мишарей говорила: если окрестные башкиры поднимутся, то и мы поднимемся. Другая их часть утверждала, что будут на той стороне, которая окажется сильнее. Метание мишарской общины объясняется ее малочисленностью. На чаше весов лежало ее будущее. Если в восстании победят башкиры, то у общины мещеряков, как писал Батыршах, не будет другого способа, кроме как покинуть свои жилища. Если победят правительственные войска, то они лишатся своего привилегированного положения. Нужно было выбирать. «Надо говорить правду», — упрекал Батыршах своих сородичей мишарей. «Ваше положение походит на положение лисицы, у которой и хитрость дошла до конца, и шерсти не осталось, и которая кивает хвостом то вправо, то налево в поисках спасения, когда ее нагоняет собака. Желая быть двуликими, вы теряете уважение к себе». В начале августа вновь восстали башкиры Бурзянской волости. Их поддержали Тангаурская, Усерганская и Кипчакская волости на юге Башкирии. На севере восстала Гайнинская волость. Однако татары, типтяри и мишари остались глухи к звону оружия своих единоверцев. Обращения Батыршаха на них не подействовали.
Существует такое мнение, что Батырша был просто идеологом, а практического участия в восстании не принимал и даже не собирался принимать. На самом деле это не так. У Батырши был конкретный план боевых действий. Он находился именно там, откуда мог выполнять роль связного звена между южными башкирами, северными башкирами, мишарями и казанскими татарами. План у него был такой. В начале августа во главе 12 тысяч воинов выйти с северной части Башкирии, пройти через Елдякскую крепость, Калиники и подступиться к Уфе. Но этот план у него не удался по многим причинам, в том числе потому, что его не поддержали его ближайшие земляки мишари и казанские татары не поднялись. Первоначально повстанцам сопутствовал успех. Уничтожив почтовые станы, они привели в негодность весь Исетский тракт, соединивший Челябинск с Оренбургом. Затем взяли штурмом Покровский завод графа Шувалова и уничтожили его. Потом они осадили Преображенский завод, ныне это райцентр Зилаир. Во время этих нападений было убито около 500 заводских мужиков и солдат. Еще в мае с получением известий о событиях на озере Талкас Неплюев распорядился о строительстве новой крепости внутри Башкирии, как пункта для подавления восстания. Крепость получила название Зилаирская. Ныне это небольшая деревня, крепостной Зилаир. Сегодня там ничто не напоминает бурного прошлого. 18 августа из крепости выступил в направлении Каноникольска правительственный отряд под командованием капитана Шкапского, драгунская рота и полуэскадрон казак. Однако в 30 верстах от крепости солдаты и казаки были закрыты в горной расселине и все до единого убиты. Были и другие крупные сражения. Например, два крупных сражения, которые даже по масштабам превосходят вот это известное сражение со Шкапским, произошли чуть ниже по реке Яйку, Магнитной крепости. Первый бой произошел в середине августа. Это башкиры Бурзянской волости сразились с отрядами майора Амачкина и капитана Пальчикова. Второе сражение произошло в конце августа, где башкиры Тамянской и Кипчакской волости сразились с отрядом яицких казаков и ставропольских калмыков. Было очень кровопролитное сражение, погибло где-то около 400 башкир. Остатки сумели бежать в Казахстан. В Башкирию была немедленно брошена 50-тысячная карательная армия. Историк Витевский пишет: правительство, узнав о башкирском бунте, особенно было озабочено потому, что Россия готовилась в то время к борьбе с опасным врагом на Западе, каков был Фридрих II, король прусский. 3 драгунским полкам, состоявшим в команде Неплюева, Московскому, Троицкому и Ревельскому, приказано вступить немедленно в Башкирию и делать поиски, не щадя не токмо жилищ, но и самих башкирцев, жен их и детей. Южные башкиры по заранее разработанному плану стали массами уходить в Казахстан, чтобы, оставив там семьи, продолжать свои молниеносные налеты на царские крепости и отряды войск. А что происходило в это самое время на севере Башкирии? Башкиры-гайнинцы восстали под непосредственным влиянием воззвания Батыршаха. Прибыв 2 сентября к месту сбора, они не застали идейного вождя восстания на месте. За день до этого Батыршах с группой учеников скрылся в лесу, так и не дождавшись подхода гайнинских отрядов. Bundan bir 10 kilometr yiraklıkta bizim orman içinde bir Batırşah Gölü degan bir göl var. Zor göl түгел, тирәнгенә bir. В 10 километрах отсюда в лесу есть небольшое озеро под названием озеро Батырши. Даже в письме Батырши императрицы об этом озере упоминается. После бегства в лес за ним была послана погоня. Чтобы не попасть в руки преследователей, Батырша нырнул в озеро и дышал через трубочку камыша. Пламя восстания погасло, не успев разгореться. Через год, 8 августа 1756 года, Батыршах Алиев был схвачен и выдан властям мишарским старшиной Сулейманом Диваевым.
Сидя в застенках, он написал свое знаменитое письмо царице Елизавете Петровне, которое, конечно же, не было ею прочитано. Веселая царица была Елизавета, поет и веселится, порядка только нет. Оренбургский губернатор Иван Неплюев был мастером политических провокаций. В ходе восстания он преуспел в распространении дезинформации в стане противника. Он решил использовать в своих целях авторитет одного из высших лиц мусульманского духовенства. Историк Витевский пишет, Неплюев распорядился также и о распространении между башкирцами нарочно сочиненных им самим листов от имени оренбургского ахуна, в которых говорилось, что Абыз Батырша не более как прелестник и нарушитель их покоя, что его заступничество за закон без подтверждения всего магометанского духовенства противно святой книге Ал-Корану, а потому его предприятие должно кончиться гибелью башкирцев. Бежавшие башкиры укрылись в большой массе у казахского объединения Джитауру. Они считались родственниками башкир, бурзянцев, табынцев и тамьянцев. Казахи не собирались выдавать башкир властям. Тогда на помощь пришла политика подкупа и провокаций. Неплюев выхлопотал в Петербурге годовое жалование в 600 рублей для хана Нурали и богатые подарки для части феодалов. И те спровоцировали нападение казахов, объединение Алчин на башкир. Случилось настоящее побоище, после которого состоялся дележ башкирскими пленными. Расправа над повстанцами вызвала бурю негодования в Башкирии. В Казахстан отправились десятки отрядов, чтобы мстить за кровь родственников. Неплюев пишет, озлобленные башкирцы обратили всю свою ярость на ближайшие киргизские улусы. Многих побили и взяли их жены, детей и весь скот. Сие происшествие положило таковую вражду между теми народами, что Россия навсегда от согласия их может быть обезопасена. Историк Витевский пишет, Неплюеву удалось поселить разъединение среди самих башкирцев, отвлечь от них и даже вооружить против них мещеряков, типтярей и бобылей. Восстание, задуманное муллой Абдуллой Алиевым, как общемусульманское движение, захлебнулось в крови самих же мусульман. На восставших башкир наступали правительственные войска, а команды верных правительству мишарских, татарских и башкирских старшин довершили дело. Неплюев торжествовал, а его политика провоцирования межнациональных конфликтов имела в дальнейшем многих продолжателей. Самое главное обвинение в адрес Батыршаха Алиева, вынесенное отечественной историографией, это то, что он в самый ответственный момент восстания в августе 1755 года струсил и, не приняв боя, скрылся в лесу. Башкиры не сумели дружно выступить, и восстание пошло на убыль. Да и Батырша робким казался. Сам в сражениях не участвует, остается в стороне, а затем попался в плен. Однако обнаруженные недавно документы позволяют по-иному оценивать события. 15 октября 1755 года увидел свет высочайший указ. «Божию милостью мы, Елизавета I, императрица и самодержица Всероссийская, объявляем. По произошедшему в нынешнем 1755 году в Башкирии от некоторых воров-башкирцев злодейству. Один из мещеряков, мулла Абдулла Мягзалдин, а по прозвищу Батырша, который с его умышленниками от наших же верных башкирцев и мещеряков разбит». Бытует мнение, что Батырша в самый ответственный момент, когда к нему пришли гонинцы, прямо говоря, испугался и убежал в лес. И вот этот самый факт, якобы факт, он очень портит имидж Батырши как предводителя и идеолога восстания. На самом деле было не так. Вот откуда взята эта версия? Эта версия взята из письма Батырши императрице Елизавете, где он говорит, что вот когда ко мне пришли товарищи, я ушел в лес. И это естественно, почему он так говорит, чтобы он же добивался аудиенции с императрицей, и чтобы она его не сочла за закоренелого бунтовщика, вот он себя в таком плане и показывает.
И наши историки вот пользуются именно вот этим источником. А вот недавно я обнаружил в Оренбургском архиве документ, из которого вытекает, что на самом деле это пришли к нему не гонинцы, а отряд Яноша Абдуллина. Вот именно от них он бежал в лес, и в лесу произошло сражение, где он был разбит. Это был активный участник восстания, смелый человек, настоящий воин. Действительно, являясь связующим звеном между южными и северными башкирами-гайнинцами с одной стороны и мишарями с другой, он не смог в начале августа 1755 года соединить эти силы в одно мощное движение. Но было ли это проявлением нерешительности? Выжидательная по определению советской историографии позиция Батыршаха Алиева может быть понята только с позиции его происхождения. Мишарский мулла во что бы то ни стало хотел, чтобы его родичи приняли участие в башкирском восстании. В многочисленных тайных беседах все общины соглашались, что нужно взяться за оружие, но на деле выжидали. Татары Сиитовского посада под Оренбургом говорили своим ополченцам, посланным против повстанцев: если башкиры окажутся сильнее царских войск и возьмут верх, то присоединяйтесь к ним. Если окажутся слабее, то старайтесь, чтобы они спаслись и не погибли. Батыршах до конца ждал выступления на стороне восстания мобилизованных мишарей. Но этого не произошло. И это стало самым большим его разочарованием. Поводом для подобных утверждений может служить то, что подготовка восстания, задумавшегося как совместное выступление башкир всех 4 дорог, с созданием базы повстанцев в казахском тылу, а также его начальный этап на озере Талкас, проходил независимо от агитационной деятельности Батыршаха Алиева. Однако есть не меньше оснований считать августовское выступление башкир на Гайской дороге результатом его воззвания. Асылда восстанияны әзірлеуші һәм идеологы Батырша болып тұра. Совершенно очевидно, что организатором восстания и его идеологом был Батырша, потому что до 1755 года он по религиозным делам объездил все уголки Башкирии. Был в Уфе, Оренбурге, Зауралье, у горных башкир, у гайнинских башкир и так далее. Гайна башкортларында һәм башкалар. Бер ел буена ул мына шул аның инде теге тарихка малы, мирас малын бүлү белән йөри, сакыралар. Целый год он проводит в поездках по делам, относящимся к наследственно-имущественному праву, и под видом разбора имущественных споров готовит народ к восстанию. Среди самых близких людей старшин проводит эту идею. Поэтому то, что он находился в Уфе, Оренбурге и других местах, нужно связывать с подготовкой восстания. Следовательно, он организатор и идеолог восстания. Каково же было значение восстания Батыршаха Алиева для судеб России? Восстание 1755 года по своим масштабам значительно уступает Пугачевскому восстанию, восстанию 1735-40-х годов, а вот по своим итогам, возможно, и превосходит, и существенно. Вот давайте посмотрим, что произошло после Пугачевского восстания. Практически ничего не изменилось в жизни простого народа. То же самое восстание 1735-40-х годов. В результате восстания башкиры получили еще хуже положение, чем в котором они жили. А вот восстание 1755 года привело к существенным положительным результатам. Их много, но самое главное – это то, что правительство прекратило политику насильственной христианизации. Были закрыты новокрещенская контора, была закрыта новокрещенская контора. Появился указ, значит, разрешающий строительство башкирских школ, строительство мечетей по всему региону, на территории Казанского уезда, на территории Оренбургской губернии, в Западной Сибири. Вот именно тогда появляется вот эта религиозная веротерпимость на уровне государства. То есть государство начинает уважать свободу совести своих граждан. Вот это именно результат вот этого восстания, и именно заслуга Батырши. Несомненная, великая заслуга. И мы должны это знать
вспомнить. Если падишах не одинаково обращает взор милости на своих рабов, не наказывает злодеев, как подобает, если он, презрительно относясь к своим подданным, потому что последние не состоят с ним в одной вере, чинит притеснение их вере и мирским делам, то и любой, хоть и мало разумеющий, поймет, каково может быть тут последствие. Государство, играющее со своими подданными, не дойдет до добра. А на допросе в Москве Батыршах заявил, что никому, кроме самой государыни, ничего не скажет. Он добивался личной аудиенции, чтобы поведать ей о причинах восстания. Он добивался честного диалога с высочайшей особой, как гражданин страны, а не мятежник. Но была ли готова Елизавета узнать всю правду о страданиях мусульманских народов империи? Ему отказали, сказав, что она не может его принять, и посоветовали написать ей на бумаге о своих секретах. После написания письма мятежный имам был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где пробудет 5 лет до 1762 года, когда случится его загадочная смерть. Каким предстает образ Батыршаха перед нами? Восторженный богослов, который, сидя в заключении, требует религиозного диспута с православным священником. Прекрасный писатель, оставивший яркое литературное произведение, и законченный идеалист, мечтавший суры священного Корана превратить в законы прямого действия, и для достижения этого державший в одной руке Писание, а в другой саблю. 24 июля 1762 года, как считается, при попытке к бегству из Шлиссельбургской крепости, Батыршах Алиев убил 4 солдат, охранявших его, и сам был найден мертвым без всяких следов ранений. Обстоятельства смерти народного вождя до сих пор будоражит воображение исследователей. Иң соңгы көннәрендә төрмәдән качканда шушы гипноз көчен кулланган булырга тиешле бөтенесе исбат итә бүгенге көндә. По источникам можно догадаться, что Батырша обладал гипнотическими способностями, потому что охранники никак не могли оставить дверь незапертой. Усыпив 2 охранников, он вышел из заточения и умер своей смертью. 4 охранников убивает и сам останавливает свое сердце. Яки 4 сакчыны бәреп үтереп, үзе баскан киле йөрәге туктап ян бирә. По версии Витебского, Батырша погиб при попытке к бегству. Но вот давайте представим, можно ли было бежать из Шлиссельбургской крепости, и могла ли возникнуть такая мысль бежать. Шлиссельбургская крепость окружена стеной, находится на острове, на Неве. Батырша закон в кандалах, надзиратели, охраняет каждую камеру, охраняет внутренний двор, бежать было невозможно. По моему мнению, там произошло другое. Видимо, надзиратели издевались над ним. Он ведь хотел встретиться с императрицей, и, возможно, говорили ему: ты хотел поговорить с императрицей, вот давай, мол, с нами говори. И в конце концов, значит, Батырша получил такой момент, это известно по историческим документам, что надзиратель заснул, рядом с надзирателем стоял топор, и вот Батырша решил красиво уйти. Зарубил этого часового, потом подбежали еще несколько человек, еще 3 зарубил. И вот так вот он погиб героически. Даже вот этот поступок показывает, что это был герой, а не малодушный человек, не способный на поступок. В память о Батыршахе Алиеве башкирский народ сочинил мелодию, названную его именем. Мечеть Батырши находилась в деревне на вершине холма.
Вот вы видите ее на рисунке. Такой она была в 1750-55 годах. 50-55 yıllar tiresinde. Место мечети Муллы Батыршаха зияет пустотой. Она была разрушена властями, чтобы взрасти колосьями своих минаретов спустя 250 лет в другом месте. А вот она, равнина надежд Батыршаха Алиева. Донесет ли ему птица его мысли о том, что в районном центре Старобалтачева стоит прекрасная мечеть, носящая его имя, что о нем все еще помнят. Народ ждал Батыршу сначала 10 лет, потом 100 лет. Народ стал приходить на место, где находился его дом. Там читался Коран, и в этом находили удовлетворение. Святым местом его называли, так же, как и место, где находилось его медресе. Батыршу люди считали святым, поэтому и ждали его столетия. Ведь святые могут вернуться через какое угодно время. После описанного выше я сказал птице своей мысли. Покружившись над равниной отчаяния и отвращения, ты увидела такие пути и стоянки. Теперь покружись над равниной надежды и упования и расскажи обо всем, что увидишь.